Друзья, всем привет! Сегодня на календаре понедельник, 10 апреля, время уже 8 час вечера. И я сегодня такой немножко обзорчик сделаю, не совсем традиционный, не какая-то там объемная наша обычная велопокатушка. Но обычно у меня после работы в свободное время я уделяю там по часу, по полтора это езде по городу. И сегодня я хотел рассказать как раз о таком вечере, когда я прокачусь вокруг города и покажу вам немного наш город Якутск. Сейчас я нахожусь на Комсомольской площади. Это возле с городским парком. Как я говорил, погода сегодня отличная. К вечеру где-то минус 8, немножко похолодало, а днем уже появляется понемногу лужи. Но это радует, то что приходит наконец-то весна, так как у нас зима нынче выдалась очень холодной. Весь декабрь, январь практически стояло минус 50. Местами даже было холоднее. Температура опускалась порой до минус 55 в некоторых районах города. И вот наконец-то долгожданный апрель, и велосезон, как говорится, в самом разгаре уже. Это стадион Туймада справа от меня. Я двигаюсь по улице Лермонтова. Видите, уже фонари включили вечерние, ночные. До этого буквально минут 10 назад было очень темно, без фонарей. И хотел бы немножко рассказать, почему я иногда выбираюсь из дома по вечерам и провожу вот такие вечера с велосипедом, как говорится, там на час, на полтора. Да потому что при офисной работе, вообще работе, важно отвлекаться от повседневной рутины, вещей там, получается. У кого-то это семья, там, получается, какие-то бытовые, дела и так далее. Но велосипед как раз он дает свободу, хотя бы там не на столь большое время, там хотя бы на час, на два, но ты расслабляешься, чувствуешь перезагрузку полную. Поэтому в этом плане велосипед, конечно, выручает жителей города. А сегодня я решил снять для вас такой небольшой обзор, посвященный моему такому вечеру традиционному вокруг, я обычно называю это покатушка вокруг города. Буквально я, как обычно, выхожу где-то в часов 7-8 вечера. И могу до 10 колесить, иногда до 11, если уж хорошее такое настроение и куда-то тянет подольше покатать. А так, в среднем, где-то 1,5-2 часа у меня всего занимает такие поездки. Как повторю, они дают расслабиться и сделать такую моральную, физическую перезагрузку. Потом на следующий день себя чувствуешь более лучше. И сон, как говорится, крепче после таких покатушек. Я на данный момент вокруг города еду. Иногда мои поездки бывают за город. Это, например, допустим, на Хатын-Юрях, там, где есть лесополоса, в общем. Иногда я выезжаю в городской парк, там кружочек сделаю, там кружочек сделаю. И так потихоньку, где-то в среднем по 20-30 километров за вечер бывает, получается. Двигаясь по улице Лермонтова, иногда такие старые архитектуры попадают. Двухэтажки, мы их ЧБшки называем, частично благоустроенные дома. Достаточно еще много их в городе. Даже в центре города встречаются такие постройки. Хорошо, тротуары уже почистили на Лермонтова. Буквально недельку назад, когда у нас был сильный снегопад, здесь была очень такая узкая тропинка, довольно узкая. И даже люди не могли разойтись, но
Сейчас, видите, и натоптали, и почистили. Поэтому передвигаться можно. И даже вот разойтись как-то с пешеходами легко получается. Но это, видите, это не везде. Если вы выкатите, допустим, за центр, то там вы обязательно столкнетесь с узкими тропинками, заснеженными тротуарами, которые не убирают, к сожалению. Вот таких моментов предостаточно. Сейчас в данное время очень сильный гололед на дорогах, так как днем здесь сыро, лужи местами, а к вечеру это все леденеет и становится очень скользко. Поэтому даже бывает на шипах скользко, не говоря уже о тех, кто без шипов катает. Но это очень опасно, экстремально. Ну и вообще как бы катать без шипов, ну вот с высоты как бы своего опыта можно сказать, что без шипов там, допустим, в декабре, в январе, когда стоят холода, гораздо легче, чем в такое время года. Весной это все, как говорится, тает, потом опять подмерзает и образуются такие корки льда. Особенно это где тротуары, где ходят пешеходы, где автобусные остановки. Вот это, наверное, самые скользкие места в городе. Я все еще еду по улице Лермонтова. Ну и немного хотел еще рассказать о велоинфраструктуре в Якутске. Но потихонечку вообще город как бы в этом плане развивается. И можно сказать, в таком даже зачаточном положении находится развитие велоинфраструктуры. Вот лет так 10 назад, 15 начали многие организации, ну, там получается, делать такие велопарковки, где-то кустарным методом, где-то, видимо, уже готовые приобретались. Но не везде, как говорится, но все-таки они уже появляются. И вот последние 2 года начали делать велодорожки, что очень радует, но опять-таки эти велодорожки, они еще не везде есть. Они так местами, то на 203 микрорайоне. Если сегодня получится, я вам еще покажу эту велодорожку. И есть еще на Объездном шоссе, Хатынь-Нырякском, кусок велодорожки. Есть также еще кусок велодорожки, где находится мечеть. Вот, ну там совсем такой короткий участок, метров 300-200, наверное. Но тем не менее велоинфраструктура потихонечку развивается, что не может не радовать. Да, сейчас мы находимся на берегу озера Сайсары. Я сейчас буду направляться в сторону, как это сказать, Ледовый каток, да, Ледовый каток. Вот тут построили его возле центра спортивной подготовки «Триумф». И после него там я еще под мостом прокачусь, потом поеду в сторону студенческого городка. И там по плану я хочу выехать в центр города и показать вам еще центр города. Вот. Вот такая вот сейчас набережная озера Сайсары. Видите, еще очень много снега. Напоминаю, 10 апреля 2023 года. А это ледовый каток, который я вам обещал показать. Видите, здесь играет музыка. Ну и катаются на коньках. Идеальное время для коньков. Но уже приближаются такие дни, когда днем будет уже стоять плюсовая температура. И буквально через неделю, через 2 уже здесь, скорее всего, уже не получится кататься. Уже будут лужи. А так пока сейчас, я считаю, самое идеальное время для коньков. Ну и здесь так уютненько по-своему. В общем, хорошее это дело, коньки. А вот
пожалуй, самый большой мост, который есть у нас в городе. Сайсарский мост, мост через озеро Сайсары. Вот так он выглядит с подсветкой, очень красиво. А я двигаюсь по набережной Талого озера. Вот видите, здесь тоже есть такой интересный мост. Кстати, вот была небольшая реконструкция. Немножко его подлатали. Так вот. Это у нас район Залога справа. А слева от меня район Северо-Восточного федерального университета с учебными корпусами и с общежитиями. Так, что еще можно рассказать? Ну, видите, вот здесь тоже тротуар более-менее в таком нормальном виде. Не узкая тропинка, двигаться можно, даже разойтись можно. Но тут люди уже сами натоптали, здесь видно, что никто не чистил тротуар. Это все уже как бы сами же люди натоптали. Так, ну, приближаемся ближе к центру. Ближе к центру, и уже оттуда я буду рассказывать. Кстати, по проспекту Ленина сделали тоже велодорожку. Ну, ее анонсировали как велодорожку, но в будущем будем смотреть, как это будет выглядеть, как там будет проходить движение. Но что-то мне подсказывает, что это будет не чисто велодорожка, а скорее всего обыкновенный тротуар, где также и люди будут, пешеходы передвигаться и велосипедисты. То есть какая-то в таком вроде смешанном виде, скорее всего, будет это. Так же, как на 203-м микрорайоне. Там висит дорожный знак. Половина знака это велосипед, а второй половина пешеход указан. Получается такая смешанная дорожка. Вот, но равноценно, если считать велодорожку, я видел равноценный знак велодорожки. Это получается на Объездной, на Новой Объездной по Хатынь-Вяксовому шоссе, там полноценная велодорожка, то есть там просто висит знак велосипеда и все. У кинотеатра Лена идет ремонт дороги, дорогу перекрыли. И мы переходим дорогу по правилам, пешком, не на велосипеде. Так, и нам сейчас на ту сторону надо перейти. И там уже по тротуарчику поедем дальше в сторону центра по проспекту Ленина. Вот эта улица, видите, здесь тоже дорогу почти доделали, но машина уже, проезд открыт. И вот здесь знак стоит, стоп. В сторону Залога дорога перекрыта. И, конечно же, всех светлее это в центре, на проспекте Ленина. Здесь светло, как днем фактически. Вот если вы видите, там есть дальше телебашня. Сегодня она не загорается никаким цветом. Обычно по вечерам, когда ее включают, она очень красиво светится в темноте. Но жаль, она сейчас ее не подключили. Так бы это, конечно, все показал. Вот и фактически проспект Ленина здесь. Вот, я, видите, здесь еду, здесь тротуар стал гораздо шире. И здесь вроде бы по анонсу начинается велодорожка. Видите, там на столбу знак, замотанный скотчем, полиэтиленом черным. Там должен быть знак велосипеда. Вот на этом столбу. Ну и в целом даже визуально видно, что тротуар стал шире. Это, конечно, лучше, чем было. Потому что, и главное, вот с этой, с правой стороны больше стало пространства. Вот, а раньше
тротуар гораздо был уже здесь. Ну, то есть, как бы, как половина, наверное, вот этого всего пространства было тротуара. Сейчас, видите, он стал шире. Плюс еще будет велодорожка. А мы тем временем приближаемся к площади Ленина. Из нашего окна площадь Ленина видна. Так. Вот. Так сейчас выглядит площадь Ленина, но самого Владимира Ильича убрали. Памятник. Ну, наверное, назад вернут, не вернут. Это еще вопрос. Так. Такое у нас движение вечером, не слишком интенсивное. А вот мы видим кусок асфальта. Он уходит у нас туда дальше. Вот это, наверное, и есть велодорожка. Здесь, видите, снег растаял, а здесь еще снег лежит. Тем временем мы приближаемся к Русскому драматическому театру имени Пушкина. Одно из старинных зданий города. Вот у нас продолжается проспект Ленина. Так. Ну, видите, пешеходов, ну, как и машин, к вечеру мало уже. А по времени сейчас 21:00. 9 часов вечера. Идеальное время, считаю, для покатушек. Вот немножко сюда влево сверну. Так, здесь лед. Здесь тоже видно, тротуары стали шире, больше места стало. Но главное, чтобы потом здесь в автостоянку, чтобы не превратили это место, как любят у нас это делать. Приближаемся к кинотеатру Центральный. Ну и там мы далее по центральной улице поедем. Выйдем на площадь Орджоникидзе. Находимся на площади Орджоникидзе или площадь Аюнского, кому как удобнее. Так, ну что ж, наверное, на этом мы будем заканчивать свой вечерний репортаж. Вот, ну что хотелось еще сказать. Вот такие вот велосипедные вечера иногда все-таки придают силы и энергии на предстоящую неделю. В общем, всем пока-пока, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До скорых встреч!